Друзья, рада приветствовать вас на своем канале. С вами Ольга Быстрова. Хочу предложить вам расклад на 16-22 сентября для раков. Рассмотрим сферы взаимоотношений, работы и финансов. Карты Таро покажут, какие шансы в каждой из сфер. Нижний ряд Таро покажет, как нужно действовать, чтобы максимально успешно решать вопросы. И цыганская колода прояснит ситуацию. Карту я достану уже в конце из цыганской колоды. Итак, первая карта. Какие шансы в отношениях для раков на неделе 16 по 22 сентября 2019 года? И выпадает карта Тройка жезлов. Эта карта говорит о том, что в отношениях у тех пар, которые уже в браке, либо давно состоят в отношениях, намечается прогресс, намечается какое-то развитие. Скорее всего, вы начинаете больше заботиться друг о друге, может быть, больше доверять друг другу, хотите взаимопонимания достичь. Вот по этой карте между вами нет никаких сомнений, даже места нет сомнениям. Кроме того, может быть помолвка по этой карте, может быть свадьба для тех пар, которые еще не зарегистрировали брак. Может быть какой-то значимый подарок, такой символичный. Если говорить о символе этой карты, она обозначает счастье. Она выступает как залог счастья для тех людей, которые находятся в паре. Очень удачная карта. Это она говорит о том, что все печали, все неприятности остались позади. Есть и неприятное значение у этой карты, как у любой другой. Если вы вдруг в паре разуверились друг в друге, если вы чувствуете, что ваши отношения уже изжили себя, то тогда идет желание освободиться от этих отношений. Но, скорее всего, да, здесь положительное значение. А вы уже, конечно, сами знаете, да, какие у вас отношения. Примеряйте на себя. Для тех раков, которые в отношениях, выпадает как совет, как решение карта отшельника. О чем она говорит? Она говорит о благоразумии. Будьте благоразумны. Обязательно советует карта изучать себя. Вот когда мы себя понимаем, тогда мы понимаем и партнера. И еще эта карта говорит о том, что не нужно воспринимать все слишком серьезно. Какие-то мелочи не нужно воспринимать серьезно. Но зато важные вопросы, наоборот, нужно решать. Нельзя оставлять их на потом, нельзя их откладывать, да, положиться на авось. Еще одно значение этой карты как совет, что стоит иногда промолчать, не начинать ссору. Еще, если будет у партнера желание побыть в одиночестве, ему не нужно препятствовать в этом. Может быть, вам захочется тоже побыть одному. Вот позвольте вам двоим побыть в одиночестве. Это вам сейчас, скорее всего, нужно. То есть забота, она не всегда будет выражаться как раз в том, чтобы быть рядом с партнером. Может быть, как раз его нужно оставить в покое. Это тоже забота, это тоже уважение. Давайте посмотрим, что говорит для пар раков, да, карта цыганская колода, вернее, карта из цыганской колоды. Посмотрим, что приготовила цыганская колода для вас, раки. И выпадает карта шестерка червовая. Карта говорит о том, что вы сейчас самым важным для себя считаете дом, семью. Да? Ваше сейчас желание вот именно найти вот этот дом, который вы всегда о котором вы всегда мечтали, который вы всегда мечтали найти. Построить такую семью, которую вы всегда мечтали. То есть сейчас для вас те раки, которые вы в браке находятся или в отношениях,
А для вас самое главное дом и семья, то есть вы как бы благоустройством этого занимаетесь. Теперь рассмотрим взаимоотношения для тех раков, которые находятся в поиске партнера. Для вас также есть возможность встретить человека, который будет вам очень подходить, с которым ваши отношения обязательно дойдут до помолвки, до свадьбы. И тоже эта карта говорит о том, что вы можете быть счастливыми в отношениях. Если вы долгое время были в одиночестве, да, о чем отшельник говорит, то пришло время уже как бы прервать его. Вы уже заслужили, заработали счастье, да, вы вложили очень много своих усилий, да, для того, чтобы быть счастливыми, найти своего человека, быть рядом с ним, построить гармоничную семью. То есть, в принципе, для вас тоже очень хорошие перспективы. Давайте посмотрим, что говорит цыганская колода тем, кто ищет партнера. И выпадает восьмерка крестовая. О чем она говорит? Восьмерка крестовая или трефовая говорит о том, что вы можете наконец-то разрушить свое одиночество. Еще раз повторяется у нас, да, та же самая трактовка, что и дает отшельник. Можете разрушить свое одиночество, можете встретить человека не просто подходящего вам по интересам, но еще и состоятельного. Есть, правда, у этой карты предостережение. Вы должны очень внимательно смотреть на человека, которого встретите. Сначала вы должны долго с ним встречаться, да, и быть внимательным к его поступкам, к его характеру. Не обманывайтесь, потому что есть по этой карте еще такое значение, как вовлечение в долги. То есть, все что угодно может произойти, да, может быть, человек вас попросит оформить на него кредит, допустим, да, сам потом исчезнет. Или, может быть, еще каким-то образом у вас может из-за него появиться проблема с деньгами, с долгами. Вот он может как-то вас вот с помощью денег, да, привязать, может быть, просто скинуть на вас свои обязательства. Будьте очень внимательны, хотя в принципе карта хорошая, но есть и такая вот сторона, поэтому нужно обращать внимание на все, да. Кто предупрежден, тот всегда выигрывает. Давайте посмотрим на сферу работы для раков на этой неделе. И выпадает восьмерка пентаклей на эту сферу для тех, кто работает стабильно, у кого есть свое дело, да, эта карта говорит о том, что вам нужно на этой неделе оттачивать свое мастерство, свои навыки. Нужно качественно выполнять работу. Желательно еще и одновременно учиться, да, получать дополнительные знания. Возможно, вы на этой неделе начнете новый проект, в котором у вас мало опыта. Может быть, вы будете на этой неделе вознаграждены хорошей репутацией. Возможно, начнет расти ваш статус, тем более, что вы человек очень ответственный, благоразумный, да, и вы заслужили и репутацию хорошую, и статус. Вот эта карта вообще говорит о том, что человек выполняет одни и те же действия, да, одни и те же занятия много раз, вот как бы по кругу, да. То есть это, возможно, любая работа, которая требует вот таких повторений. И под ней выпадает карта дьявола. О чем это говорит? Карта предупреждает, что нужно быть очень внимательным, осторожным и благоразумным. Возможно, ошибка может быть в каких-то бумагах, да, в каких-то договорах. Может быть ошибка, которая будет стоить очень дорого вам. Вот
эта карта, она либо проверяет на прочность вас, да, чтобы вы достигли в дальнейшем в своем деле высот, каких-то вершин. Но чаще всего она говорит о том, что вы можете попасть в какую-то зависимость финансовую, да, в какое-то подчинение, потому что не учтете что-то, пропустите что-то, или, может быть, соблазнитесь на что-то, да. Вот будьте осторожны, подписывая документы, не делайте никаких закладов, долгов на этой неделе. Вот вы можете вдруг совершить поступки на этой неделе, о которых будете очень серьезно сожалеть, но уже будет поздно. Можете вообще быть серьезно скомпрометированы, да, какими-то людьми. Может быть, какие-то махинации будут через вас проводиться, какие-то сомнительные дела. Обращайте внимание на все, что происходит как бы за вашей спиной, все, что вы подписываете, прочитываете обязательно, да, чтобы у вас никто не смог обмануть. Еще эта карта говорит о том, что вы, может быть, трудоголик и вообще обо всем на свете забываете, кроме того, чтобы работать, да? Давайте посмотрим, что скажут цыганские карты по этому поводу, что они для вас приготовили за совет. Да, и эти карты тоже подтверждают сказанное. Они говорят, что вы совсем забыли о своем доме, вы совсем забыли о своей семье. Для вас вот что сейчас главное. Вам нужен дом, вам нужна семья, нужна стабильность, взаимность какая-то. Кроме того, эта карта говорит о том, что если вы не прекратите так много работать, не уделите внимания своему организму, у вас может начаться заболевание сердца или сосудов. Эта карта тоже об этом говорит. То есть смотрите, обратите внимание, что происходит в ваших взаимоотношениях. Может быть, вы действительно слишком много трудитесь, и это чревато. Следующее, что хочу сказать, что говорят карты для тех, кто ищет работу, для тех раков, которые ищут работу. Можно сказать так, что если вы будете очень аккуратны, если вы будете работать качественно, если вы будете при этом учиться, приобретать навыки, да, то вы достигнете очень большого успеха. То есть я имею в виду, что вы найдете работу на этой неделе, да, которая вот этих вот навыков требует, и у вас будет очень хорошее будущее, продолжение. То есть вы можете даже занять очень хорошее положение в компании, в которую придете. Или, допустим, если у вас недостаточно опыта, да, и вам предлагают какую-то работу, которая именно вот требует постоянного однообразного труда, то можете на нее соглашаться, просто потом научитесь. Тоже удачная вот эта работа на этой неделе. Будет также потом это хорошая репутация у вас, да, будет расти, будет ваша карьера подниматься в рост, будет статус расти. В общем, вот эта работа, если вы получите ее на этой неделе, предусматривает рост. Беритесь за нее, уже по пути там и навыки свои отточите, да, научитесь тому, чего не знаете, то есть опыт приобретете. Если говорить о нижней карте, о дьяволе, то она для вас говорит о том, чтобы вы ни в коем случае не соглашались на какие-то сомнительные дела. Прежде чем подписывать какие-то документы, все обязательно прочитывайте. Если не понимаете, допустим, что там написано, текст не доходит, значит, нужно обязательно дать прочесть это специалисту, да, чтобы вам объяснили. То есть смотрите осторожно. Можете попасть в неприятную ситуацию, если не проконтролируете.
Давайте посмотрим, какая карта для вас из цыганской колоды для тех раков, которые ищут работу. И вам выпадает туз крестовый. Ну вот, очень даже хорошая перспектива для вас. О чем это говорит этот туз? Вот вы любые свои проблемы можете решать через действия, через поступки. Вы обязательно продвинетесь в поиске работы, вы обязательно получите эту работу, но знайте, что легко не будет. Нужно будет вкладываться, нужно постараться, побегать, возможно, поискать. То есть обязательно нужно именно ваш вклад. Тогда все будет хорошо. Тогда вы действительно найдете то, что вам нужно. Тогда двери вам откроются. Давайте посмотрим теперь сферу финансов. И выпадает в эту сферу 7 жезлов. Она говорит о том, что на этой неделе вы можете получить и выгоду, и прибыль от своих вложений, да, от своих дел, действий. Удачны будут и коммерческие сделки на этой неделе. Старое толкование этой карты говорит о том, что возможно получить неожиданно большую сумму денег. Вот из каких-то источников тоже неожиданных. Но также есть еще трактовка у этой карты и такая, что нужно тщательно планировать доход и свои действия, да, свою работу для того, чтобы получить прибыль. То есть потребуется очень много усилий, потребуется расчет, планирование, да. Еще эта карта дает такой совет вам: не терять надежду ни в коем случае, даже если у вас сейчас в финансах что-то не ладится. В любом случае у вас будет финансовый рост, но только придется немного подождать. Но уже сейчас вы можете начать восстановление вот финансовых, в общем, финансового потока своего, да. Вот, скорее всего, по соседним картам видно, что ваши финансы страдают из-за каких-то долгов, может быть, ежемесячных выплат каких-то. И у вас как бы очень много уходит на это средств, и вам, возможно, не хватает на жизнь. Так вот, если вы начнете сейчас заниматься своими финансами, первым делом, конечно, нужно будет выплатить долги, но все-таки вот именно восстанавливать равновесие вы можете начать с этой недели. Давайте посмотрим, что вам подскажет цыганская колода. Финансы все-таки в сложном положении у вас находятся. Посмотрим, что у нас. И выпадает 7 пиковая. О чем она говорит? О том, что из-за денег могут быть какие-то скандалы, могут быть какие-то махинации. Но в принципе, вот мы уже об этом говорили, да, когда про работу у нас карты рассказывали. Вот знаете, не спешите получить что-то быстро. Вот если вы что-то не заработали, не нужно вам это значит. Вот иначе попадете в гораздо худшую ситуацию. Просто в кабалу можете попасть. Вообще у вас даже могут быть какие-то обманы, вот денежные обманы, которые будут, скорее всего, как бы на вас направлены. Может, конечно, и у вас будет такой соблазн, да, обмануть кого-то вот на деньги. Но, скорее всего, вас попытаются обмануть на этой неделе. В общем, у вас осторожность прямо в каждой строчке, да, то есть получается, что все карты вам говорят о том, чтобы вы были осторожны, для того, чтобы вы были благоразумны и в отношениях, и в работе, и в финансах, абсолютно везде. Дорогие раки, я желаю, чтобы все у вас прошло благополучно, чтобы самая лучшая информация из расклада проигралась, чтобы все сбылось.
Желаю вам счастья, желаю удачи. С вами была Ольга Быстрова, и до новых встреч!